Добрый вечер, дорогие телезрители. И вновь программа «Кефир» на ваших экранах. Надеюсь, что в течение ближайшего времени вы будете вместе с нами. Меня зовут Аджимала Усмонова, и у нас есть номер прямого эфира 97 50 05 0706 97 50 05. Номер нашего WhatsApp. Будем ждать ваших сообщений и вопросов нашим гостям. Напомню, что с этого дня мы посвящаем наши эфиры до пятницы теме юмора, смеха и всему тому, что приносит положительные эмоции и позитив в вашей жизни. И наверняка многие из вас уже наслышаны про новую, убойную, как они называют, кинокомедию под названием «Напарник Тер». Эти ребята сегодня сидят у нас в студии, и если вы уже сходили на фильм, пожалуйста, напишите нам свои отзывы или задайте вопросы нашим гостям. Итак, ребята сегодня вместе с нами Бакыт Османканов, а также Джениш Майрамбек Улу. Добрый вечер, ребят. Вечер добрый. Я хочу в первую очередь узнать, чем этот фильм отличается от прочих других, которые вы уже успели создать. Ну, если в плане юмора или сюжета, то мы постарались сделать продукт, который, ну, по крайней мере, хоть чем-то напоминает что-то новое, да, в кыргызском кинематографе. Я думаю, все-таки судить, чем он отличается от других фильмов, все-таки должен зритель. Если я сейчас буду хвастать, то, что, мол, там юмора больше, или там он такой современный, он такой крутой, это будет неправильно. Будет правильно, если сейчас зрители, если нас смотрят, будут сами отзывы давать и будут говорить, чем он отличается от других фильмов. Ну, я знаю, что совсем недавно состоялся показ фильма, и, как мы видим по интернету, очень много положительных отзывов о фильме. А сейчас, для того, чтобы ознакомиться с этой картиной, я предлагаю прерваться на нашу рубрику «Кейтуб», в которой вы сможете посмотреть трейлер фильма «Напарник Тер», и за это время можете присоединиться к нам 97 50 05 номер эфира и по WhatsApp 0706 97 50 05. Оставайтесь с нами. Катуу алышкан окшойт. Жок дегенде органдарда калыш үчүн сени башка жакка которууга аракет кылайын. Каяка турасың? Салам алейкум. Мен сенин жаңы напарнигиң. Атың ким, чырагым? Ай, мен жалгыз кызым далага чыгып кетиптир. Эже, бизди эмне чакырдыңыз? Молдону чакырбайсызбы? Никесин кыйсын, той-пой кылсын. Вот я сейчас в Инстаграм закину, отмечу хэштег Алагачу, и тебя отмечу. Ты есть в Инстаграме? Конечно. Бул жерде кичине мындай адамгерчилик деген керек да. Эшек деп барып сатып алдыңбы? Эң башкысы адамгерчилик, мындай кишилерди түшүнүп коюш керек. Мак, бая, полиция эмне болду? Жүрөт менден кач. Тамаша, брат, топто, тамаша. Милицияда негизи эркектер иштеш керек. Эчтекеден коркпогон эркек. Ух, ё! Руки убрал! Руки! Брат, канчадан напарникпиз го? Канча жакшылык, жамандык көрдүк, айта бербейсиңби? Кайдагы жакшылык? Жакшылык анан сен? Ну что ж, именно таким образом, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. Мы просмотрели сейчас трейлер нового фильма комедийного жанра, называется «Напарник Тер». Он уже, показ его стартовал во всех кинотеатрах города. И напомню, что авторы данной картины, а также главный герой Джениш Майрамбек Улу и такой тандем прям нерушимый Джениша и Бакыта Османканова сегодня у нас в эфире. Хотите задать вопросы нашим гостям, можно это сделать по телефону прямого эфира 97 50 05, а также по номеру WhatsApp 0706 97 50 05. Ну что ж, ребят, еще раз вас приветствую. И, Джениш, в первую очередь хочу поздравить тебя со знаменательным событием в твоей жизни. Да, можно показать даже. Да, могу похвастаться, да, уже. Показать в камеру. Скажи, ты вот в статусе первый раз в эфире? В новом статусе?
Да, да. Да? Вот именно у вас в эфире, да. Мгм. А каковы эмоции? Эмоции зашкаливают. Ощущения. Я не знаю. Да нет, такие же эмоции вроде бы. Дома уже совсем другие эмоции, а вот эфир как эфир. вроде Я бы знаю, всё что так. вы львиную долю времени проводите вдвоем, ребят, правда же? Да. За написанием проектов. Бакыт, вот после того, как Денис Да. женился, скажи, пожалуйста, ты чувствуешь, что ты потерял товарища и коллегу? Да, это нелегко делить друга с женой, Да. товарища, единомышленника. Да, ничего страшного, я Но буду внутри приезжать. я радуюсь, потому что уже в последнее время начал надоедать, Джингиш, как бы. Это шутка. Чтобы это не сглазить, Нет, понимаешь? Бахат всегда говорит, что если я вот женюсь, у меня прибавится пунктуальность, и вроде бы прибавляется по чуть, да? Нет? Ну, вроде По бы да. чуть-чуть, да. Вроде бы да. Почти да. Ребят, я хочу зачитать те сообщения, которые нам поступают по WhatsApp. Если вы только к нам присоединились, напомню, номер 0806 97 50 05 и номер эфира 97 50 05. Здравствуйте, Джингиш и Бакыт, пишет нам сообщение девушка по имени Нураим. Расскажите, пожалуйста, что за третий персонаж появился в вашем коллективе? Очень интересно, мы его раньше не видели. Ну, в Это первую про кого очередь, сейчас, как ты видимо, про Азима. Про героя Азима второго Акунина. картины. Вот в чем дело. Круто, когда ты можешь в качестве творческого человека открывать новые таланты, или же уже существующие таланты на какой-то новый уровень выводить. И у нас есть замечательный друг Азим, наш сокомандник, в команде КВН Моника Белуччи, если вы знаете. И, во-первых, он подошел по образу, по телосложению, там, по мимике, да, он более-менее похож на человека из внутренних органов. Вот. И актерским талантом он тоже не обделен, поэтому мы решили, почему всегда, например, я или Джингиш каких-то. Сейчас я попробовал себя за камерой и решили все-таки Азима попробовать как актера. И как показал фильм, он неплохо справился с этим. Ну Мы что ж, открыли. с Азимом-то понятно, вот даже судя по фотографии, такой спортивный парень, телосложение у него достаточно такое впечатляющее. А вот я думаю, вот я говорю сейчас от имени девушек, я комментарии все специально вычитала в интернете, каким образом Джингиш подходит под образ человека, который работает в органах? Да, на самом деле. Нет, Потому что в самом начале я как бы предлагал другие варианты. Я думал, Какие может были быть, варианты? в качестве напарника подойдет другой какой-нибудь парень. У нас очень много интересных персонажей. И я не смог переубедить Бахата в том, что я как бы не должен сниматься. Да, он просто скромничает. На Просто самом там деле, как бы гонорар неплохой был, я. есть определенные законы комедии, юмора, вообще в целом фильма, да, такого рода, что два персонажа, два образа должны быть кардинально разные друг от друга, различаться по образам. И, соответственно, если мы здесь имеем образ такого серьезного, хорошего, ответственного милиционера, рядом с ним должен быть образ такого, скажем так, невезучего, неряшливого милиционера, который, в принципе, на первый взгляд, и не похож на милиционера, но какими-то судьбами он попал в эти органы. Я думаю, это интересно. Есть стереотипы, сложившиеся вот по американским голливудским фильмам, которые мы все смотрим, что есть плохой коп, есть хороший коп. Как в этом фильме? Оба ли персонажи являются положительными? Ну нет, плохой коп и хороший коп это только в случае допроса. А обычно в голливудских фильмах оба копа хорошие. То есть здесь просто мы разные голливудские кто кому фильмы больше смотрели. проблем доставляет, только в этом разница, да? Нет, ну почему? Хороший коп, плохой коп, по-моему, только в допросах, правильно? Ну да, да. Вы путаете. В моем что-то. случае было только в допросах. Не, ну да, естественно. В любом случае, если будут похожие образы, это уже неинтересно. Расскажите, пожалуйста, о том, как в целом проходили съемки, сколько времени заняли и каким образом писался сценарий. Больше импровизационно или он был прям досконально расписан? Ну, Какую-то часть мы импровизировали во время съемок. Готовились к съемкам где-то, наверное, 2 месяца. Месяц уделили полностью написанию сценария, а месяц подготовки команды, сбору команды, техники и того подобного. И, в общем, сколько времени ушло? Где-то, наверное, 4 месяца потеряли на то, что не потеряли, Потеряли? 4 месяца. приобрели, Да, опыт приобрели. Нет, на самом деле, любой сценарий к любому фильму должен быть расписан досконально. А если есть возможность на площадке импровизировать, то это круто.
То есть, если по ситуации получилось правильно симпровизировать, и от этого эпизод только выигрывает, то это очень, очень круто. В фильме процентов, наверное, 10-15 было симпровизировано. Да. Немного. В основном все пошло по сценарию. Хорошо, давайте вкратце немножко расскажем о сценарии. Помимо того, что есть двое главных героев, кто еще играет какие роли в вашем фильме? Ну, если вкратце рассказать синопсис, то это фильм о суперследователе, который расследует огромнейшее такое очень серьезное дело. Ввиду коррупционных путей его понижают в должности до уровня участкового в обычной новостройке, где работает уже на протяжении 7 лет самый популярный в плохом смысле этого слова участковый в лице Джейниша Майрамбекулу. Они вот встречаются в этом новом месте, и там разворачивается вся комедийная ситуация, но в конце концов все оказываются счастливы. Ребят, вот расскажите, пожалуйста, вы такие образы каким образом воплощали? Вы раньше часто, может быть, сталкивались с сотрудниками органов, или вам приходилось внедряться в эту систему, чтобы распознать их определенную манеру поведения, поступков и так далее? Насколько сложно было образы воплотить, одним словом? Образы воплотить было не тяжело, на самом деле. Азим, он как бы сам выглядит, ну, я не знаю, он учился в юракадемии, мы вместе с ним, кстати, учились, и ему и мне, ну, труда особо не составило, но какие-то моменты, тонкости мы как бы интересовались у наших близких друзей, знакомых, у наших байкешек по поводу вот тонкостей. У нас именно... много друзей-милиционеров, да. шефов. Ну, видимо, после этого фильма точно отношения у вас с милицейскими улучшились. Приходит нам сообщение. Салам Кеймус. Привет всем. Я желаю удачи. Джейниш Байке Кушбо Бек Болсун написал нам Султан, наш телезритель. Спасибо, Султан. Следующее сообщение от телезрительницы, зовут ее Ханзада. Добрый вечер. О, мои любимые актеры, я вас обожаю. Удачи вам во всем, написала она. Ханзада, мы вас тоже очень сильно любим. И еще одна милая девушка нам написала, видимо, она чуть позже к нам присоединилась, но я считаю нужным зачитать этот вопрос. Привет, у меня вопрос к Джейнишу. Есть ли у вас девушка? Ну да, знаете, у меня есть девушка, я 7 лет с ней встречался, ну почти 7 лет, ну встречаюсь как бы. И буквально недавно, 1 октября, мы сыграли с ней свадьбу. Ничего себе, серьезно? Да, это так. Интересная история. Так, продолжаем дальше читать сообщения. Также приходит вопрос от многочисленных поклонниц вашего тандема. Расскажите, пожалуйста, ребят, про КВН. Продолжаете ли вы играть в лиге и как скоро мы сможем вас увидеть? Очень старая, видимо, поклонница, потому что мы уже в КВН сколько? Ну, года два. 3. Ну, 2,5 года мы точно уже не не играем. Очень скучаем, конечно, потому что все-таки КВН это огромная школа, за что мы всю жизнь будем благодарны. Очень скучаем, хотим сыграть. Может быть, в каком-то ближайшем будущем, может, в дальнейшем будущем мы все-таки обратно выйдем на сцену и порадуем зрителей еще какой-нибудь порцией юмора. Ребята, а с чем связан ваш уход с КВН? Ведь многие продолжают и фильмы снимать, и в игры играть, и куда-то ездить на конкурсы за рубеж, в Честно России, сказать? в частности. Прям вот честно. Вот прям хочется ответа честно, услышать. да, вот, если в плане мотивации, конкретно в Средней Азии у нас мотивации уже не было, мы все взяли, да, то есть и лигу, и русскую лигу, и крымскую, и казахскую даже лигу мы брали, в премьер-лигу поехали, но играть в премьер-лиге или высшей лиге на Первом канале это огромные деньги, во-первых, и много времени, то есть я вот, например, как человек семейный, видя сколько времени я трачу на КВН и сколько времени у меня остается на семью, мне уже стало тяжело объяснять это семье, родным, близким, потому что уже все-таки возраст, надо работать, по-другому что-то делать. И вот буквально с течением вот этих всех обстоятельств, факторов и сыграла роль в том, что мы ушли с КВН. Ребята, вот есть очень распространенный стереотип о именно сфере КВН, творческой сфере в Кыргызстане, что развиваться вот некуда. Вот закончили вы играть в КВН, скажем, приступили к фильмам, что дальше, куда дальше расти и развиваться? Вот, многие считают, что упирается в тупик творчество в Кыргызстане. Это ошибочное мнение, и это мнение, наверное, более не знающих и некомпетентных в этом вопросе людей. Почему? Потому что
человек, который будет развиваться, он будет развиваться всегда. То есть КВН, кто бы что бы ни говорил и какой бы он самодеятельностью не был, он, опять я повторюсь, огромная школа для творческих людей, и можно уходить не только в фильмы, да, можно открывать театры, можно открывать студии, вести программы, коммерцией заниматься, вести и корпоративы. Наши многие друзья, сокомандники, наши близкие братья сейчас этим как раз занимаются. Вы многих из них знаете, успешных ведущих, успешных КВНщиков и так далее и тому подобное. Поэтому это ошибочное мнение. На самом деле талантливый человек, он талантлив во всем, может в любой другой творческой сфере дальше прогрессировать. Ну, мне кажется, так утверждают пессимисты, скорее всего. Да. Еще одно сообщение пришло нам от телезрителя, который не подписался, к величайшему сожалению. Номер оканчивается на 88. Привет, Кеймус. Джениш Кутболсон написал нам или написала, я не знаю. Телезрительница. Продолжаются поздравления. Ну что ж, дорогие друзья, напомню, 97 50 05 номер прямого эфира. Дозванивайтесь до нас, пишите сообщения, задавайте свои вопросы. Нашим сегодняшним гостям это тандем Бакыт и Джениш, которые совсем недавно притворили в жизнь один из успешных проектов. Это кинокомедия под названием «Напарник Тверь». А сейчас для того, чтобы перенестись в ту атмосферу, которая царила на съемках, я предлагаю прерваться на нашу рубрику под названием «Кей-фото». Дорогие друзья, мы продолжаем говорить о новом кино, которое совсем недавно стартовало во всех кинотеатрах города. Называется «Напарник Тверь». И сегодня главный герой, один из главных героев, Джениш Майрамбекулу, сегодня вместе с нами, а также сценарист картины Бакыт Осмонканов. Ну, хочется учесть, что ребята полностью занимались и написанием, и игрой, и всем, чем возможно. Приходят нам сообщения от наших телезрителей. Привет, а у вас какое образование? И еще, бывали ли вы за границей? Давайте начнем с первого вопроса. Эльмира нам написала. Бакыт очень любит отвечать на этот вопрос. Каждый раз, когда ему задают этот вопрос, он закидывает руку вот так и начинает. Загибай пальцы. Высшее юридическое. Ну давай. На самом деле я не очень люблю отвечать на этот вопрос. Нет, ты очень любишь. Почему? Потому что сейчас люди более такого приличного возраста скажут, я занялся, да, уже с таким образом. У меня 3 высших образования. Экономическое, менеджмент управления бизнесом, международные отношения, дипломатия и юриспруденция, международное право. Вот, 2 из которых я закончил с красным дипломом. И, к сожалению, вот не по профессии пошел, поэтому я и не люблю отвечать на эти вопросы. Навыки где-то вот применяются? Обязательно, конечно. Я вот всегда, вот даже когда мы в Лиге Тамашова играли, у нас были младшие братья, команды, я им всем говорю, что творчество, но образование обязательно, поскольку это помогает в коммуникабельности, в жизни, в работе, в любом месте, по крайней мере, просто хотя бы поддержать разговор с каким-нибудь
человеком. Мгм. И этот же вопрос адресует Дженнишу. Неужели? Я буду краток. Юракадемия, таможенное дело, все. И 9 классов образования. Нет, и синий диплом, все. Больше ничего не могу добавить к этому. И Лучше не надо, я просто помню твои студенческие годы. да, мы с Бахатом часто пересекались, и он частенько интересовался, как у меня с учебой. И иногда помогал, иногда писал за меня конспекты, присутствовал на парах. А таможенное дело, каким образом тебя вообще туда забрали? Вот в эту специальность? Вы знаете, Вот мне предыстория там интересно. такая. Мы в детстве, я часто ездил в Талас, и мы проезжали через границу, получается, помните? Вот. Но это долгая такая история. Я видел дядек, вот таможенников, и всегда они тебя вдохновили. восхищался ими. И они в таких зеленых костюмчиках, такие крокодильчики и лакосты. И я всегда думал, блин, я когда вырасту, я всегда думал, я вырасту и обязательно стану таможенником. И вот, как видите, я сейчас безработный. Поэтому мечтать не вредно. Со мной ничего не произошло. А на собеседование не ходишь? Я пробовал. Нет, если честно, я пробовал работать по специальности. Какое-то имело отношение к моей специальности, но, как до этого говорил Бах, это очень тяжело. Ты говорил о том, что очень тяжело с 8 утра до 6 вечера сидеть в одном офисе и, я не знаю, перебирать документы. Да, кстати, я год отработал в качестве экономиста, и для человека творческого это очень трудно, А оказывается. каким образом проходит творческий процесс у вас? Во сколько вы просыпаетесь и до скольки работаете? В 2, в моем случае в 2. Важно для того, чтобы что-то писать, все-таки это же интеллектуальный труд, хорошо отоспаться и при любом написании сценария все-таки отдыхать по минут 20-30, чтобы голова, мозги немножко И самое главное, отдыхали. забыл, надо быть чуть-чуть голодным. Именно в физическом Чтобы плане был голодным. стимул поскорее чтобы был закончить. стимул поскорее закончить все это. А она, я не знаю, если делать все это сытым, то уже как-то не будет никакого желания, рвения. Да? А есть ли определенное время, определенные места, где сценарий пишется лучше? Или определенная компания? Нет. Таких мест нету, и компания нежелательна. Потому Да, что да, сколько да, людей, столько мнений. И Соответственно, ничего не получится. Ничего Если не получится. два человека могут написать страниц 10 там чего-либо, то если будет 5 человек, то это будет, мне кажется, полстраницы. страница, да. Страница. Ага. И то может быть совсем левый какой-то другой. А если спорные моменты у вас возникают, вот, какие-то Мы разногласия чекаемся, по мы всегда сценарию? чекаемся. Вопрос решается И- по-взрослому. Да, и рефлекторно начинаем друг другу фофану ставить. А еще второй вопрос. Бывали ли вы за границей? Очень любопытная телезрительница. Да, я был в Европе, Латвии, Чехии, Германии. С Денисом мы побывали в Малайзии, в Южной Корее, в Китае, в Я Турции, в Азербайджане, в России, Казахстан. Боже мой, нормально, кажется, да, Малайзия, повидали? Да, да. В Баткене я был недавно. Баткен, да, Да. кстати. Следующий вопрос. Здравствуйте, Бака Джениш. Вы раньше играли в Тамашоу, а теперь снимаетесь в фильмах. Скажите, что вам понравилось больше? Ханзада нам пишет. Ну, интересный вопрос. Да, очень интересный вопрос. Нет, не только сейчас снимаемся, уже снимаем фильмы, дай бог, да, вот наш фильм новый, мы его полностью сами сняли, сами продакшеном занимались, сами рекламой занимались. И сравнивать просто это нереально. Почему? Потому что все-таки КВН это по-своему другой адреналин, кино снимать по-своему другие совсем ощущения. Жениш, для тебя как это вообще? Мне больше нравилось играть в КВН. Там, как бы, Там ответственности там меньше. было как-то проще. Было проще. В каком можно плане было- проще было? Проще в физическом плане. А вот когда ты пишешь сценарий, с утра приходится собираться и пишешь сценарий до вечера, просто пишешь сценарий. А у нас как бы в КВН мы собирались, допустим, в обед, до вечера попишем, 3-4 часа уходим. И хватало недели, чтобы собрать материал, выйти один день, отвыступать и все. А в кино намного сложнее. Надо подготовку проводить ко всему этому. Нужно сценарий писать, нужно еще и играть. в фильме. Это Просто самое понимаете, в КВН, например, условно говоря, у тебя есть 10 шуток, которые ты должен показать. Если одна или две из них не зайдут и будут не смешными, ничего страшного. А если в фильме у тебя где-нибудь там провиснет, где-нибудь пауза нелепая, где-нибудь схалтурили, то, соответственно, уже весь фильм будет
кошмарный. Мгм. А следующий вопрос от телезрительницы, от Эльнуры. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, кто ваш любимый актер и ваша самая заветная мечта? Да? Начинай. Да, 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 ну прям да. Ну из любимых актеров, я не знаю. Есть ли те, на кого ты равняешься Нет, или равнялся? вот я как бы, я не знаю. Просто нравится актер, вот его игра, то, что он делает, то, что он пишет. Это, скорее всего, Джим Керри, да, один из таких легендарных, мощнейших актеров. Я его Комиков, очень да? сильно уважаю. А мечта, вы знаете, я такой не особо мечтательный. Овощ ты, короче. А, что ты сказал? Не-не, ну в хорошем смысле. Ну да, в хорошем смысле. Бодран. Огурец. А, По поводу мечты, наверное, у нас одна мечта с Бахтом. Эту мечту сейчас она звучит. Рассказывай, Бахт. А может не надо, это же слишком интимно. Нет, из любимых актеров их довольно много. Том Хэнкс, Робин Уильямс, Аль Пачино. Ну, это мэтры кино, которые, к сожалению, недосягаемая, скорее всего, высота. А из комедийных, опять же, вот Джим Керри, это просто легенда комедий, наверное. И кто еще? Адам есть, Сэндлер из комедийных. Ребят, как вы считаете, вот сейчас у нас очень активно развивается киноиндустрия, буквально штампуются фильмы один за другим. Каким вы видите именно ближайшее будущее нашей киносферы в Кыргызстане? Шикарно. Понимаете, страна, где есть 5 миллионов человек и снимается в год 50 фильмов, это очень классно. Как минимум, у нас есть уже киноиндустрия, она, по крайней мере, не утопает сама в себе. И даже если эти 50, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, когда будет конкуренция, когда люди уже будут понимать, что нельзя халтурить, они будут конкурировать, соответственно, будет вырастать качество. И дай бог, я обязательно, я уверен в этом, что мы придем к чуду кыргызского кино 60-х годов. Название ваше впечатляет, так как оно также является миксом нашей смежной культуры Кыргызстана на русском и на кыргызском. Фильм в целом на кыргызском языке, да, как я поняла? Да. А аудитория также кыргызскоязычная. И не только. Понимаете, Сможет ли, например, турист, который приехал к нам из России или из другой страны, понять вот этот фильм? Или там больше ментальности? Смотрите, мы ментальность добавили, наверное, в пару моментах, а любой другой, даже человек из стран СНГ, уверен, что посмеется над несколькими моментами, потому что мы пытались избегать каких-то ментальных шуток, чтобы всем было понятно. И тем более и нашим же другим национальностям, живущим в Кыргызстане, тоже будет все понятно. Дальше уже сыграет эффект толпы. Засмеется толпа, турист обязательно тоже посмеется. За компанию как минимум. Ну, я думаю, Почитай, что это традиция, да? уже вот посмотрев на лицо Дениса, на его такой вот смех, наивный такой, детский, прям хочется смеяться и смеяться. Денис, вот этот вот образ, который ты всегда показываешь во всех фильмах, тебе не кажется, что этот Хватит. образ уже... Тебе не кажется, что уже, да, всё, хватит, пора пора прекращать. бросать? Нет, на Тебе не самом кажется, деле- что зрителю уже станет скучно на тебя смотреть в этом образе, что нужно Нет. пробовать себя в чем-то новом и чем-то удивлять? Да, мы будем искать что-то новое, Ага. мы будем находить какие-то, я не знаю. На самом деле, да, я об этом очень часто думал об этом, и перед тем, как снять фильм «Напарник», я на самом деле предлагал Бахту, говорил, что, может быть, мы попробуем поискать нового какого-нибудь персонажа, может быть, попробуем просто. Но мы все-таки остановились на том, что мне нужно все-таки... Нет, но вы согласитесь, все последние предыдущие два фильма и вот этот фильм, там персонажи слегка отличаются. Они не слегка, а довольно-таки есть Чем, например, большая отличается разница. твой персонаж в фильме «Бертуанчик» от твоего персонажа в фильме «Напарник»? Вы знаете, в фильме «Напарник Тыр», мне кажется, он больше такой, у него больше уверенности, он больше такой сорвиголова, он опасный парень для общества. Также вот самое главное, общее между Аманом и Белеком, это они опасные. Они опасные для общества. Каждый по-своему. А так это абсолютно два разных человека. Аманчик был такой стеснительный, бояка, трусишка, а в свою очередь Белек, он совсем не такой.
Он очень крутой парень. Ну все, я думаю, уже после таких слов многие люди сейчас прямо после эфира пойдут и посмотрят это кино. 97 50 05 номер прямого эфира, 0706 97 50 05 номер эфира. Бакыт и Джениш сегодня вместе с нами. Мы говорим о новой кинокомедии под названием «Напарниктер». Сейчас будет небольшая рекламная пауза. Оставайтесь вместе с нами. Сейчас Ну обратно. что ж, мы продолжаем наш эфир, программа «Кефир». Напомню, что на этой неделе у нас юмористы, мы говорим про различные темы, которые приносят положительные эмоции, удовольствие вам. И я думаю, что многие из вас каким-то образом связаны с искусством, а если и с киноискусством, то вы наверняка следите за выходом новых отечественных картин. Напомню, что совсем недавно состоялась премьера фильма юмористического под названием «Напарниктер», и сегодня вместе с нами сценаристы и герои данной картины Джениш и Бакыт сегодня вместе с нами. Пишите, задавайте свои вопросы, их у нас собралось огромное количество, остается 14 минут, но я думаю, еще несколько сообщений мы зачитаем. Ребят, вот пришло сообщение, вот Азамат Байке из Тамашова стал певцом, а вы не хотите быть певцом? Вы знаете, планировал вообще, на самом деле, перед тем, как... Это было бы интересно, да? Да. Это, помните, был такой дуэт, кабаре-дуэт «Академия» называлась? Вот классный был дуэт. Что-то в этом роде. Ты Лолита, короче, был, а я Цикава, да? Да. Не, ну я думаю, каждый должен своим делом заниматься. Азамат всегда хорошо пел, всегда пел смешно. И я думаю, у него это круто, очень шикарно получается, с чем мы его и с Дженишем поздравляем. А у нас голоса... Нет, я на самом деле... Тут даже не бывают медведь, там Годзилла постарался. Родственники просят, спой, мол, ты же там человек там такой. Столаса. Тем более, ну, имеется в тебе чуть-чуть талант. И я всегда пытаюсь петь, и это очень страшно, это очень кошмарно. Поэтому, Да, поэтому он не общается с родственниками. да, мы уже 2 года с ними не общаемся. И... Пришло еще одно сообщение в таком необычном контексте. Пишет нам телезритель, который также не подписался. Джениш Байке и Бакыт Байке, поздравляю вас со свадьбой. Видимо, не знает, кого с кем надо поздравлять. Ну, как бы ничего страшного, мы подыграем. Хорошо. А этому он не подписался, он или она, или оно. Оно, ну, нет, ну, скорее всего, она. Мне кажется, она. Угу. И еще одно сообщение пришло. Можно ли мне позвонить в прямой эфир? Конечно, звоните нам, можно напрямую задать интересующие вас вопросы. 97 50 05. Напомню, наш номер. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу беседу. Джениш и Бакыт у нас сегодня в гостях. Ну что ж, во время съемок бывают различные ситуации, казусные. Расскажите, пожалуйста, что вам сложнее всего далось в этих съемок? Возможно, это финансовая сторона, которая чаще всего хромает у нас в организации любых съемок. Возможно, с людьми пришлось сложно работать, какая-то безответственность, непунктуальность. Что было сложнее всего? Наверное, на самом деле... все, что перечислено, это наше. Я словно была Нет, на самом деле, огромное спасибо нашему продюсеру Айбек Бурханов, тоже наш коллега и замечательный друг. Айбек, Бека. Привет. Он как бы не ограничивал нас в деньгах, это очень круто было. Что касается работы в целом в команде, естественно, всегда трудно снимать фильм. Бывают разногласия, бывает недопонимание, но благо попалась команда, которая все это выводит на юмор, и мы могли дальше работать спокойно. А до нас дозвонился телезритель. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Любовь. Мы вас слушаем. Я бы хотела задать вопрос. Какая у вас семейная жизнь, Бакыт и Джениш? Какова их семейная жизнь? Я хотела бы задать второй вопрос. Хорошо, спасибо Как вы вам, Бакыт и большое. Джениш встретились? Спасибо большое, мы вас услышали. К сожалению, Ну, связь... не поняли. Ну, не поняли, но одно я поняла, что этот вопрос связан с семейной жизнью. Может быть... Ага. У Бакыта семейная жизнь все-таки она это Больше, поэтому дольше. И... лучше. Дай бог, Джениш догонит. На самом деле, семейная жизнь это всегда классно. У меня есть ребенок, его зовут Нурсултан. Он у меня прям такой хулиганье. Жена у меня красавица, великой души человек.
Блин, все классно, честно. Не хочу сглазить, все шикарно. То есть, естественно, бывают какие-то мелкие у нас разногласия, но это без них вообще неинтересно, честное слово, когда двое супругов ходят как овощи, ничего не говорят друг другу, это неинтересно. А вот Джеймиш, я не знаю, что он расскажет про свою семейную жизнь, Моя 9-дневную. Да, моя семейная жизнь мне показалось, что, я не знаю, Сейчас у вас все классно будет. я стал чаще кушать, у меня вещи прибраны всегда, все классно, то есть как бы... Мама старается, да? Мама до сих пор старается. Мама до сих пор старается. Нет, на самом деле, как бы, жена на самом деле все делает. Нет, на самом деле, вот, помогает во всем, поддерживает во всем. И я не знаю, это в первое время так или так будет. Да, это так. Это в первое время так, да? Я просто хотел у Бахата спросить, если это в первое время так, то мне это нравится. Я хочу, чтобы это продолжилось. И дай Бог, чтобы все было хорошо. Ребята, вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, должна ли женщина быть как-то связана с творчеством, с такой публичной работой, или вы придерживаетесь того мнения? Я знаю, что у нас многие артисты, которые бывали у меня на эфире, они старались умалчивать именно про свою личную жизнь, и даже на какие-то мероприятия они стараются своих любимых женщин не брать. Вот вы как считаете? Вот боятся сглаза в основном. Вы сейчас хотите услышать ответ, мол, все женщины должны быть свободны. И я хочу услышать честный ответ. Честно, лично моей жене все это неинтересно. Все эти какие-то посиделки, тусовки, вот эти шоу-бизнес, и глубоко по барабану. Главное, чтобы был муж рядом, ребенок жив-здоров, и все. Если когда-нибудь она скажет, я хочу тоже туда пойти, без проблем. То есть у нас абсолютно демократические отношения. Мы вообще в Америке должны были жить с таким настроем. С мировоззрением, да? С таким мировоззрением, да. Нет, ну, с чем связывают вообще вот это вот мнение? С тем, что когда женщина на виду, ее начинают ревновать. Вы ревнивый мужчина? Я лично нет. Я И тем более мне жена не дает повода никогда. Я поняла, Бахат отвечает, а Джеймиш только поддакивает всегда. Вы знаете, мы Сейчас чем-то я еще не похожи. ответил. Вы даже не спросили, а уже как бы... Я просто хотел, да нет, вот ответить как-то по-своему. Бахат все, что нужно было, сказал за меня. И я единственное, что могу добавить, то, что моей жене намного больше как бы все равно, нежели жене Бахата, как бы, вдвойне. Как бы. Ну, надеюсь, что все даже в этом всё лучше, поняли. Да, даже в этом моя жена лучше. Просит передать привет вас, ребят, Турсуналиевой Наргизе. У нее сегодня день рождения. Просит пожеланий. Уважаемая Турсуналиева Наргиза. Нет, просто Наргиза, Гизочка. Да? Наргизочка, с днем рождения тебя, сколько бы тебе лет не было, может и 54 сегодня, кто не знает. Наргиза апа, туаңыз менен. Наргиза апа, бақытты болыңыз, всего вам хорошего, счастья, любви и только позитива, настроения, юмора. Да, улыбайтесь. Ну, а положительные эмоции и улыбки вам принесет, соответственно, новая кинокартина под названием «Напарник Тер». Нам пришло еще одно сообщение. Фильм «Просто шик. Удачи» написала нам поклонница творчества ребят Бакыта и Джеймиша. А сейчас, так как у нас картина называется «Напарник Тер», я хочу ваше внимание, дорогие друзья, обратить на нашу рубрику «Опрос». И мы задали вопрос всем бишкекчанам о том, кто для них является главным напарником в жизни. Вашему вниманию рубрика «Опрос». Вы можете дозвониться до нас 97 50 05 наш номер. Напарники, наверное, мои родители. Потому что они всегда участвуют в моей жизни, всегда поддерживают меня. И несмотря на какие-либо трудности, всегда меня понимают. Джо Март — это мой друг. Он такой черный, негр. Я его так называю. Супруга. Ну, не знаю, с ней переживаешь больше наверняка все моменты в жизни, которые наверняка есть.
Жена, наверное. Потому что она моя половина. Моя мама. Ну, потому что она всегда дает мне советы, поддерживает и учит меня самому главному. Ну, родители, наверное. Ну, они все время смотрят за тобой. Ну, волнуются за тебя. Ну, они самое же главное в жизни. Ну, есть родители, это самое главное, то, что есть в жизни, да? Напарник муж. Почему? Потому что он поддерживает меня в моих начинаниях, в моих желаниях, в конце концов. Ну, наверное, сыновья, взрослые. Мой главный напарник в жизни, пока нету его. А так, наверное, коллеги по работе. Напарник? Наверное, мама. Ну, потому что ей можно все рассказывать, там, секреты свои. Моя сестра. Потому что мы близняшки. Ну что ж, вот такие вот мнения насчет того, кто для кого является напарником в жизни. Этот вопрос мы задали нашим горожанам. Напомню, что номер прямого эфира 97 50 05, номер WhatsApp 0706 97 50 05. Мы говорим про кино под названием «Напарник Терри». У нас сегодня в гостях Джейниш и Бакыт. Ребята занимались написанием, полным сценария данного фильма. И также Джейниш играл одну из ролей в этом фильме. Присоединяйтесь к нам. Ну что ж, хочу этот вопрос задать и вам, ребят. Мы уже поговорили полностью про вашу личную жизнь. Давайте поговорим так. Кто для вас является главным напарником в жизни? Вот чтобы я сейчас не повторялся, я отвечу первым, а то вы уже наезжаете на меня, то, что я поддакиваю. У меня частенько спрашивают люди, вот, где твой напарник, где он ходит? Вот, я не знаю, кого бы я не встретил, особенно люди незнакомые у меня частенько это спрашивают о Бахате. Мне кажется, мой напарник это Бахат. Да, как это? Это так не основно. Попробуй ответить по-другому, попробуй. Давайте. Видишь, уже суть. Да, я просто хотел маленькую поправку, вы постоянно нас называете сценарий, но дело в том, что я фильм еще срежиссировал. Так я этого и не знала. Все, я теперь добавлю. Надо быть. Режиссер Бакыт. А что касается напарники, ну, если мы в плане, как близок по духу, естественно, это Джейниш, в работе, как положено. Повторяется. Да, есть очень хорошие друзья, близкие, есть жена, в конце концов, да, то есть, ну, блин, почему-то я постоянно с Джейнишем время провожу, поскольку у нас очень много мыслей, идей, целей, я думаю, будет круто, если мы также сохраним такие отношения, сохраним такой же принцип работы, такое же отношение к работе, это будет круто. Такой предсказуемый Бахат. Ну, я, по крайней мере, ответил как-то, я не знаю, рада, так, развернуто. Бакыт уже проснулся, то в начале программы был серьезный такой. Джейниш и Бакыт, передайте привет и пожелания любимой дочке Азиме, написала нам телезрительница наша Ханза. Азим, ты чё? Азима, да? Азима. Азима, большой привет тебе, будь счастлива, слушайся родителей, хорошо учись и улыбайся чаще. Никогда не болей. Никогда не болей, будь умницей. Да. Ну что ж, ребята, уже остаются считанные минуты до конца программы. В ближайшее время чем будете нас еще удивлять? Что еще ждать вашего любимого зрителя? Ну, мы хотели цирковое шоу устроить, правильно? Планировали. Я, кстати, пони загадал. А я обручек кручу. Ну, все это шутки, конечно. Дай бог, сейчас мы ждем результатов от проката фильма «Напарники». Вроде бы неплохие, хорошие отзывы. Дальше работа, творческая работа. Возможно, фильмы, возможно, сериалы, возможно, телепередачи. То есть мы себя никогда ни в чем не ограничивали. Если будет какая-то идея, то мы ее обязательно воплотим и постараемся воплотить качественно, чтобы всем понравилось. Ребят, есть ли возможность подарить 2 билета одному из наших телезрителей, которые вам сегодня, вот чьи вопросы, мнения понравились вам? Конечно, конечно. Тогда кому мы подарим, как вы считаете?
очень-очень много было вопросов. Ну, хотя бы, чей вопрос вам понравился? Какой вопрос? Помнишь, был вопрос, когда ты сказал, очень интересный вопрос? Вспоминай теперь. Нет, если чисто так по приколу, можно было дать тому человеку, который нас поздравил с свадьбой, правильно? Да. А если брать чисто, вот человек постарался, написал вопрос, это у нас было про что? Да, вот что вам больше нравится, играть в КВН или же снимать фильмы? Это вот действительно вопрос, который заставил нас задуматься чуть-чуть. Так, я напомню, что этот вопрос нам написала телезрительница Ханзада, от которой приходит множество сообщений, и до сих пор... Она до сих пор пишет. Она до сих пор нам пишет, у нее вопросы нескончаемы. Ну что ж, Ханзада, вам спасибо, что сегодня были вместе с нами. Пожалуйста, позвоните нам, мы объясним вам за кадром, где можно будет эти билеты забрать. А сейчас рубрика «Свободный микрофон», пару пожеланий в адрес нашим зрителям, нашей аудитории. Уважаемые зрители, всегда будьте в хорошем настроении, будьте с чувством юмора, живите с юмором, будьте рука об руку с юмором, настроение, почему? Потому что это всегда продлевает жизнь и всегда помогает жить. Согласен. Да, я полностью согласен. Очень много негативных лиц, нет улыбок, понимаете? Чаще улыбайтесь просто, радуйтесь жизни и дарите друг другу хорошее настроение, и все. Ребят, вам спасибо большое, что сегодня пришли к нам. Будем вас еще ждать много-много раз в нашей студии программы «Кефир». А мы, уважаемые телезрители, с вами прощаемся. Напомню, что у нас настала неделя юмора, и мы будем говорить на очень интересные темы. В среду мы поговорим про смехотерапию как о методе лечения, а в пятницу мы ждем резидентов проекта стендап-комеди «Бишкек» у нас в студии. Поэтому неделя обещает быть очень плодотворной. Смотрите нас каждый вечер с 19:30 по 20:30, а по вторникам и четвергам вас ждут музыкальные эфиры с известными артистами Кыргызстана. Сегодня в течение целого часа с вами была я, Аджима Лосмонова, ведущая данной программы. Телезрительница по имени Ханзада получает от нас возможность сходить на фильм под названием «Напарник Терь». Это 2 билета, позвоните нам. Ну что ж, мы с вами прощаемся, увидимся вновь завтра в 19:30 на канале Кимус. Напомню, что партнер нашей программы — это компания «Шоро», родниковая вода-легенда. Оставайтесь на нашем канале, до скорых встреч!